Спорт в моей жизни появился сравнительно недавно, примерно с 2022 года я начала заниматься в зале с тренером. Просто потому что я, наверное, хочу в 45-50 лет выглядеть хорошо, ну и вообще по жизни потом, да. Потому что спорт еще мне дает очень много энергии, то есть я заряжаюсь на целый день. Я хожу в зал, тренируюсь и ухожу оттуда с зарядом энергии, и это дает еще и плюс какие-то позитивные эмоции, эмоционально как приподнимаешься, короче. Когда мне плохо, когда я чувствую какую-то апатию, я прихожу в зал силой, занимаюсь каждый день, и тогда я начинаю чувствовать себя лучше гораздо. Вот. И плюс еще я хорошо скинула. В 2022 году был максимальный мой пик веса, 76 килограмм я весила. На сегодняшний день вешу 68 килограмм, и при этом у меня качество тела гораздо улучшилось. То есть мышечной массы стало больше, жира меньше. Вот моя подруга, мы с ней познакомились здесь, в Алматы, в прошлом, как приехали, получается, год общаемся, и почти сразу мы начали вместе ходить сюда, в спортзал. Нет, мы же с тобой познакомились в садике. В садике? Да, в садике, но имеется в виду, как после знакомства почти сразу же вместе начали же ходить в зал. Да. Детей отвели в садик, потом у нас завязался разговор. Да. И мы решили вместе ходить. Потому что мы живем в одном районе, и захотели вместе тренироваться. Так и почти год прошел, как мы здесь, у нас один тренер, который мы вместе вдвоем занимаемся. Ходим 3 раза в неделю. Да, как минимум 3 раза в неделю, потому что иногда бывает так, что вне тренировочные дни, когда силовых нет, мы ходим только на кардио. Ты сейчас куда едешь? На работу хотела. А что? Мы сможем сейчас съездить за посылкой? Да. Посылки прилетели. Куда? Сатпаева. 30-5, что ли? Это там, где Жанна живет, да? Вся машина завалена детскими игрушками, вещами. Как мой обычный день проходит в целом? 3 раза в неделю спортзал. У меня так как я веду еще блог, и так как я байер, у меня очень много съемок постоянно, в неделю по несколько раз. Снимаю распаковки, какие-то экспертные видео. Поэтому сегодня мы забираем посылку и поедем в студию снимать распаковку и обзор товаров, которые прилетели. Мне очень нравится жить в Алматы, так как здесь очень хороший, комфортный климат. Зима не такая холодная и не такая теплая, есть снег. Можно выехать в горы, они прям в 30 минутах езды, получается, от города, потому что народ Саха, он очень близок к природе в целом, и мы очень часто выезжаем в Якутске на природу, шашлыки, пикник, даже просто погулять в лесу. Поэтому то, что здесь есть в шаговой, не в шаговой, но очень близко природа от города, это очень хорошо, потому что когда ты очень сильно устаешь, например, выезжаешь на природу, и это придает тебе сил. Лично нам, у народа Саха так мы черпаем энергию у природы, получается. Вообще байингом заниматься очень выгодно, потому что тут не нужно вложений больших. В плане бизнеса, если, например, вы открываете магазин, и там нужно несколько миллионов вкладывать, то тут бизнес без вложений. Я сама начала заниматься этим в декрете и искала для себя такое дело, где не нужно было вложений много, потому что денег на тот момент у меня не было. И в течение 6 лет, получается, я уже развила все это дело и живу сейчас. Смотрите, что я получила. Заказы Louis Vuitton. Несколько коробок внутри. Можете показать. Сейчас поеду сразу в студию. Буду снимать распаковку, обзор и так далее.
общем, мы сейчас приехали в студию, потому что это тоже одна из неотъемлемых частей моей жизни по работе, да. У меня вот это вот все происходит. И в неделю, там, ну, пару раз, 100% мы делаем съемки в студии, распаковки и эти, ну, экспертные какие-то видео тоже снимаем. Сейчас у меня там ждет мобилограф в студии, зайдем и будем снимать. Здравствуйте. Это мой мобилограф, Анжелика, которая, да, меня снимает всегда. Как я пришла к байерству? Я занимаюсь этим уже 6-й год. И пришла к этому, когда сидела в декрете. То есть у меня не было денег открыть какой-либо бизнес, поэтому я искала для себя такое дело, где не нужно было бы вложений. И байинг для этого просто идеально подходит, потому что тут вложения практически не нужны. Вот. И в течение 6 лет я развивала свой, ну и развиваю по сей день свой личный бренд. Он у меня очень сильный в Якутии, если по Якутии говорить, да. Потому что я заслужила, да, доверие своих клиентов, которые со мной уже вот на протяжении 6 лет, они на протяжении этих 6 лет со мной также растут. То есть, если они раньше заказывали такие бренды среднего сегмента, там Coach, Michael Kors, сегодня они переходят со мной также на люкс-бренды. Кто-то заказывает себе первую сумку люксовую, кто-то там ремень там, и так далее. Вот. И меня это очень радует. Также очень выросли дети моих клиентов тоже, которые у меня когда-то заказывали куклы Лол. Девочки, которым было там по 5 лет, сейчас уже подростки. Вот. И как-то очень приятно смотреть на все это. Почему я начала заниматься именно байингом? Потому что, ну, не только дело было в том, что без вложений, да, какой-то бизнес, но и я смотрела на перспективу, потому что в Якутск город такой маленький, там живет 300 тысяч человек, там нету вообще абсолютно никаких брендов, даже масс-маркета, ни Zara, ни H&M, вообще ничего такого нет. Вот, поэтому я начала заниматься байингом, у меня очень хорошо заказывали именно вот американские бренды, начали заказывать, Gap, Tommy Hilfiger там и так далее. Вот. И люкс-брендов там вообще нет. Вот. Поэтому 6 лет назад я была одной из первых, кто этим начал заниматься. И я это дело не бросила, я это дело свое люблю и развиваюсь сама по сей день. Вот. И сейчас, на данный момент, я очень хочу выйти на рынок Казахстана, так как, конечно, тут живет очень много людей, которые ценят бренды, любят бренды. Вот. И это, например, заказ одного человека. То есть у него еще 4-я сумка есть мужская, и они заказали, это получается на 2,5 миллиона тенге, почти на 500 тысяч рублей за раз. То есть могут себе позволить такие покупки. И это очень радует на самом деле. Я готовлю пирожки. Вот начинка с мясом, с рисом и тесто. Вот. Еще готовлю обычный суп. Сахалымин, мы его называем, простой. Для детей, потому что они у меня немножко в еде привереды. Не все могут съесть. Вот, а пирожки готовлю, потому что сегодня к нам прилетела гость, тетя моих детей. Вот. Скучаю по определенным видам еды, потому что, например, когда якутяне, да, сахалар едут в Москву жить, там им не хватает, например, якутского мяса, говядины, конины, да, сылгете. Вот. А здесь очень похожее мясо. Вот, поэтому именно вот мясо. Я не скучаю по мясу, например, по якутскому, потому что тут мясо очень похоже, и, в принципе, разницы практически нету. Вот, тут также есть блюда казахские, да, как харта, то же самое, и у народа Саха есть. Вот, харта, хазы,
Хазы я тоже очень люблю, но это приближенно... Нет, не похоже на хан, но все равно как вот этот в кишку. У вас мясо, у нас заливают кровь. Вот. Скучаю, наверное, по якутской рыбе. Больше всего я очень люблю рыбу. Замороженную, в сыром виде, индигирку, салат, строганину, копченую рыбу. Вот по такой еде я скучаю. И по карасям еще жареным, отварным, по ухе. Вот. И, в принципе, все. Ну, так как сейчас много людей летает туда-сюда, у нас, ну, как бы прямые рейсы же появились по воскресеньям. Поэтому можно отправить, как бы что-то отсюда передать, что-то оттуда передать. Поэтому, в принципе, с этим проблем особо нет. Если очень сильно соскучишься, то можно привезти. Марат! Че? Шарики будешь делать? Это Марел. Тесто всегда для пирожков делаю сама. Начинку тоже, фарш не люблю, готовый, я его кручу сама, получается. И поэтому у меня пирожки получаются супер вкусные. Мои пирожки, беляши, вообще, в общем, мою стряпню любят не только мои дети, но и мои друзья. Говорят, типа, о, эджи бериските. Это в переводе, типа, о, эджи, как, типа, старшая сестра. Кар, мальчина. Так. Получается. Ужин у нас в основном дома. А так, завтрак. У меня же дети в школу частную ходят. Их там перед уроками кормят. То есть завтрак нормальный подают. Обедают они тоже в школе. И полдник у них тоже в школе. Ну, то есть утром уходят в 8 и вечером только в 5 обратно приходят. Поэтому я почти целый день дома одна нахожусь. Хожу по делам, на тренировки, работаю. Вот. И вечером готовим дома, либо куда-то идем в ресторан кушать, либо доставку заказываем, когда как. Мои дети любят простую еду. То есть обычные просто макароны там с котлетами, то, что быстро готовится. Суп простой, обычный тоже, там борщ, рыбу они такое как бы не едят. Вот, поэтому готовлю чисто все простое. Очень вкусно. Да. Ну, пирожки они любят. Пирожки, беляши, пироги, самсу, оладушки, панкейки. Что еще там? Хворост я им готовлю. Часто печеньки всякие. Такое они любят. Вот. А так обычную еду, типа куриных ножек, голени, вот это вот все они любят есть. Ой. Нужно, походу, накрыть. Мы изначально же переехали сюда всей семьей. Мы переехали с мужем и с детьми. Вот. И через некоторое время муж решил уезжать обратно в Якутск. Вот. И так и уехал. Я решила остаться здесь, попробовать. Вот. И это, наоборот, стало, наверное, каким-то толчком к масштабированию, к увеличению финансовых возможностей, да, потому что я здесь открыла еще 2 направления в сфере баинга, да, в своем, ну, как масштабирование, расширение произошло. Вот, и что можно сказать? Я пережила все это, и сейчас мне здесь очень комфортно, я очень хорошо здесь себя чувствую, вот. Но это благодаря моим, наверное, друзьям, моему окружению, которое здесь есть. Без них, наверное, было бы сложно все-таки, если бы я была совершенно одна в другой стране. Вот. Окружение и вот эта вот поддержка, это как внешние опоры, они играют очень большую роль в таких случаях. Угу. Была ли ты когда-нибудь в абьюзивных отношениях? В абьюзивных отношениях. Я была в таких отношениях и целых 2 раза. Вот, где было и физическое насилие, и психологическое насилие. Вот. Но я из них вышла, наверное, опять же, благодаря своей внутренней опоре.
И, конечно, внешние тоже очень сильно помогли. Ну, как бы из-за того, что у меня есть тыл, есть куда идти, есть свои финансовые возможности. Вот. Поэтому у меня, ну, как-то так сложилось то, что вышло. А так, что я из этого для себя, изъяла, да, или как это будет, короче. Что я для себя поняла вот из всего этого? То, что, например, я была в этих отношениях 2 раза. То есть это не может быть как бы просто так. То есть, значит, я сама притягиваю таких людей, получается, да? И нужно в первую очередь начать с трансформации себя, чтобы больше не попадать в такие отношения. Вот. И что еще можно сказать? И вообще, я сейчас не нахожусь в состоянии жертвы, я там никого не обвиняю, зла не держу, потому что если бы не все эти ситуации и события в жизни моей, я бы не была той, кем я являюсь сейчас. Наверное, выходишь из таких отношений тогда, когда чувствуешь уверенность в себе, в первую очередь, в себе и в своих силах. А уверенность такую можно обрести только если ты занимаешься собой, саморазвитием, боязливой, страх какой-то, постоянный. Вот. А сейчас я чувствую себя свободно. И в целом я поняла то, что для меня ценна именно свобода выбора. Не в плане того, что вседозволенность. Все равно есть какие-то там морально-этические нормы, которые соблюдают там все люди. Вот. А в плане свободы выбора сейчас я живу так, как я хочу. Вот. Это мне привезли с Якутска специальную чашу, в которую мы кладем траву. Я не знаю, как она по-русски называется. У нас называется катенот. И сель от селя – это конский волос, получается, да? И тос. Тос – это у нас береста. Благо вспомнила девушку. И сейчас мы все это кладем и будем окуривать дом, то есть очищать от злых духов и сущностей. Это береста. Кладем бересту. Конский волос. Сель. По-якутски называется. И это должно все трещать, по идее. И туда же траву нашу закидываем. Тух ото бите буллаву. Непонятно. Ай. Отдельно положить, чтобы не мешалось. Вау. И потом все это нужно поджечь. Все это дело. Мама ж веника. Должны были быть спички, конечно, но эту штуку сначала поджечь. Береста, она хорошо горит, быстро разгорается. Шот. Черный дым. Если выходит черный дым, значит кирдяхден. Так, и потом, начиная со входа, мы должны пойти по часовой стрелке, по траектории входа солнца в каждом углу, постоять, сказать от себя какой-то алгыс, и это очищает дом от злых духов и сущностей. Ага тутук ит эрлик ар кара айы бахыны исте түмүхәри ытыгы исте илләх ахыга.
Это мой старший сын Тимур. Людей тоже так очищают, сверху крутят 3 раза также по ходу солнца. Так. 1, 2, 3. Все, можешь идти. Все. И получается, что вот этот, по-моему, запах, он выкуривает все. Всю нечисть из дома.